Здравствуйте, мои дорогие юные друзья! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка и литературы. Мы продолжаем изучение раздела «Ценности, дружба и любовь». Тема сегодняшнего урока «Друзья познаются в беде». На сегодняшнем уроке вы научитесь прогнозировать содержание текста на основе иллюстраций, отвечать на вопросы по содержанию текста, правильно писать согласные в корне слова. Ребята, прежде чем вступить в тему, давайте вспомним правила. Чтобы не ошибиться в правописании согласных в корне слова, нужно изменить слово, в котором после проверяемого согласного стоит гласный. Например, зуб – зубы, дуб – дубы, плод – плоды, низкий – низок, гладкий – гладок. Ребята, обратите внимание на название произведения Сергея Михалкова, которые мы будем сегодня читать. О чем оно вам говорит? Рассмотрите иллюстрацию к басне. Как вы думаете, о ком, о чем пойдет речь? Сергей Михалков. Как друзья познаются? Сговорились лиса, бобер и кабан пойти вместе в дальний поход. По лесам, по горам побродить, новые места посмотреть. Собрались они и пошли. Шли, дошли до речки. Через речку мостик перекинут. Втроем не пройдешь. Надо по одному перебираться. «Ступай ты первый», — сказал бобру кабан. «Ты старше, тебе почет». «Правильно, пусть бобер первый идет», — согласилась лиса. Бобер пошел. Вдруг мостик под ним провалился, и бобер полетел в воду. «Ах, беда! Беда!» – завопила лиса. «Кабан, прыгай в воду! Спасай бобра! Пропадет наш бобер! Скорей, скорей!» «Сама за ним прыгай!» – прохрюкал кабан. «Я бы рад, да боюсь в холодной воде простудиться». «Спасибо, друзья! Я уж как-нибудь сам. Я ведь плаваю!» – послышался из-под мостика голос бобра. Вылез бобер на берег, откашлялся, отряхнулся. «Вот и чудесно!» – обрадовались лиса и кабан. Пошли дальше. «Ну нет!» – твердо сказал бобер. «С вами я никуда не пойду». «Почему?» Теперь вопросы к тексту. Сколько действующих лиц в басне? За какого героя вы больше всего переживали? Можно ли лису и кабана назвать преданными, верными, отзывчивыми? Проверьте. Действующих лиц трое: кабан, бобер и лиса. Вы, конечно же, больше всего переживали за бобра. Кабана и лису нельзя назвать преданными, отзывчивыми, потому что они бобра оставили в беде. Ребята, из этого следует сделать вывод. Басня учит правильно отбирать круг друзей
и всегда быть готовыми помочь. Задание. Найдите пары. Соедините проверяемые и проверочные слова. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы правильно обозначить согласный звук в корне слова? В словах, например, робкий, гладкий, редкий, узкий, беседка. Выполняем. Проверьте себя. Слово «робкий» нужно подобрать с проверочное слово «робок». Гладкий – гладок, редкий – редок, узкий – узок, беседка – беседочка. Правильно, молодцы. Вы все справились с заданием. На этом наш урок окончен. Ребята, спасибо за внимание. До новых встреч!